Уважаемый шейх, у нас на Кавказе, в частности среди молодежи, происходят частые споры, обвинения и вражда между двумя группами на основании, что одна сторона говорит, что нет оправдания совершившему большой ширк по незнанию. Другая сторона видит оправдание в тех, кто обманут или только принял ислам, однако попал в такие элементы ширка, как дуание Аллаху или отрицание возвышенности Аллаха над троном по причине ложных или слабых хадисов. И эти братья опираются на некоторые слова шейху ислама ибн Таймии, да помилует его Аллах, а также на книги таких ученых, как Ибн Усаймин и другие. Каково отношение должно быть между этими группами братьев, между теми, кто оправдывает, и теми, которые не оправдывают по незнанию? И есть ли среди ученых разногласия в этом вопросе? Какие отношения должны связывать эти две группы? Да, альхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах, аля алихи ва сахби аджмаин. В последнее время появилось много разговоров вокруг вопроса «Узр биль-джахль», и цель моего обращения не заключается в обсуждении тонкостей этого вопроса или указании на достоверное мнение. Во-первых, следует отметить, что тот, кто видит оправдание, основываясь на шариатских доказательствах и доводах, является нашим братом. Также и тот, кто считает, что нет оправдания совершающим большой ширк и опирается на доводы, является нашим братом. Первый сделал ичтихад и получил за это свою награду. И второй получил награду за ичтихад, за свое стремление найти истину. Да, прав из них в этом вопросе только один. Однако, как сказал посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, если судья сделает ичтихад и примет правильное решение, то ему будет две награды. Если же он сделает ичтихад и ошибется, то ему будет одна награда. И нет сомнения, что тот, кто оправдывает по невежеству и не выносит такфир, не называется неверным и не считается отступившим от религии, потому что он не противоречит тебе в основе такфира, когда оправдывает невежду. Он убежден, что предание Аллаху сотоварища является куфром, аннулирующим религию. Однако ему мешает вынести решение о куфре конкретного человека, впавшего в ширк, то, что он видит препятствие для его такфира. А именно невежество или тот факт, что довод не дошел до этого человека. И это то мнение, которого придерживается множество ученых в наше время. И мы считаем их знающими и уважаемыми учеными. Запрещается мусульманину порочить их, будь то в том, что касается их религии или порядочности. Они являются муджтахидами, они искали истину, хоть и ошиблись в этом вопросе. Но при этом они остаются достойными и уважаемыми учеными. Они не теряют своего высокого положения из-за этого. И мы продолжаем любить их за их заслуги перед религией, за ту помощь, которую они оказали исламу. Они остаются достойнейшими учеными. И весь мусульманский мир свидетельствует о том, что они искали довольство Аллаха, свят он и велик. Споры на эту тему, обвинения людей в заблуждении и нововведении, а также обвинения в неверии – все это то, к чему стремятся враги ислама. Шайтан старается разделить мусульман, посеять между ними вражду и ненависть. Это то, что больше всего радует шайтана и делает его счастливым. А именно, натравливание уммы Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, друг на друга. Также следует отметить, что шейх Сулейман ибн Сахман привел единогласное мнение ученых относительно того, что оправдывающий совершившего куфр по той или иной уважительной причине не становится неверующим, потому что он не противоречит тебе в основах религии и согласен с тобой, что то деяние, из-за которого ты выносишь такфир первому, является куфром. Он противоречит тебе лишь в вынесении постановления о куфре конкретной личности. Мой совет всем братьям, чтобы они занимались тем, что реально приносит им пользу и приближает их к Аллаху, свят он и велик, а также тем, что сближает их сердца и объединяет их ряды. И я советую им, чтобы они не углублялись в подобные вопросы, которые становятся причиной разделения и раскола между мусульманами. Наши враги выжидают именно этого и следят за нами со всех сторон. Мы обязаны бояться Аллаха, свят он и велик, стремиться объединить наши ряды, совершать деяния, которые являются причиной довольства Всевышнего Аллаха нами. Мы обязаны находить оправдание друг другу в том, что касается вопросов, в которых имеется разногласие, когда кто-либо из нас ошибается в своем ичтихаде. Как мы сказали ранее, если ученый примет правильное решение, то альхамдулиллах. Если же он ошибется, то мы обязаны находить для него оправдание и просить Аллаха простить его. Что же касается такфира и обвинений в заблуждении налево и направо, без всякого довода, а лишь на догадках и предположениях, то это не то, чего хочет от нас Аллах, свят он и велик. Как сказано в Коране, крепко держитесь за верфь Аллаха все вместе и не разделяйтесь. Я прошу Аллаха, свят он и велик, чтобы Он объединил нас всех на истине, сплотил наши сердца и заполнил их любовью к покорности Всевышнему.
Дорогие зрители, ваша активность на канале поможет другим увидеть наши видео. Пишите ваши комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И пусть вам это запишется как награда за благое дело. Аминь.